Нет подключения к интернету. Печень отваливается. Печень. Да. Да, веселый шпиц, я вам ответила. Да, по поводу застрявших я поняла, взяла на заметку, что надо про них рассказывать. Смогла ли я оплатить передержки? Оплатила только летние месяцы. У меня 6 передержек. На одной передержке с августа все-таки не оплачено. Там я им оплатила конец мая, июнь, июль. Это тоже большой плюс. Я смогла оплатить. С августа начиная не оплачено. Там у меня 63 собаки. Это очень много. Это мне не дает спокойно жить, дышать. И я постоянно как на иголках подпрыгиваю. На всех остальных с конца сентября или с октября. С октября, вот примерно вот так вот. На всех остальных с октября или с середины сентября. На одной с середины сентября там 37 собак. Ну и так, у Маши, ну там тоже заканчиваю вроде как-то там долг какой-то там, я уменьшила у нее количество собак, ну перевезла на другое место. Ну то есть вот вы знаете, осень все-таки еще не оплачена. Но оплачено хотя бы лето. Лето это был глухие месяцы, вы помните, да? Мало того, что вообще ситуация очень плохая, вообще просто вот, да, в мире, в ситуации, у меня лично с моими личными проблемами по собакам, кураторским, вот,
Ну и плюс все вместе наложилось, конечно, очень большая. Нет, в общем, до конца я не оплатила. Долги остаются. Я не знаю, как, друзья, буду я у вас снова просить и клянчить, но потому что наступил декабрь, понимаете, да? Вот вы то, что вы присылаете, а я оплачиваю прошлые месяцы, прошлые. Потому что оплачивать декабрь, если они мне все равно спишут только за тот месяц, за который я не оплатила. Кому-то сентябрь, давайте так говорить, кому-то сентябрь, кому-то октябрь я буду оплачивать, а уже наступил декабрь. Поэтому я отстаю. Вот, так, очень много, да, наикрасивейших собак. Я прям сама сознание теряю от их красоты, и есть несколько собак, которых мне надо социализировать, они будут бесподобные. Но социализация – это квартирное содержание, и вот это вот как бы такая вот как бы муштра, постоянно ходить в парке, гулять к ноге за вкусняшку рядом ко мне. И вот это вот все бесконечно, круглосуточно. Ну, это работа действительно с потной спиной по 4-5 раз в день. И в 3 часа ночи выходят, когда нет людей. И в 5 утра выходят, выводят. И приучение и к темноте, и к безлюдному, и к людному месту. Ну, там, вы понимаете, работа титаническая, но это все стоит, вот эта социализация, 15 тысяч в месяц. А мне надо социализировать Одина, социализировать Аллочку, это я клички вам говорю собак, социализировать Деми надо, вот, ну, по крайней мере, вот таких первоочередных 3-4 собаки. Но мы стоим в очередь, вот когда Чапи у нас освободит место, и Барри освободит место на этой передержке, то тогда я смогу с другими туда двинуться. Но они мне очень тяжело даются, потому что оплата 15 тысяч, 2 собаки это 30 тысяч. Это очень тяжело. И по деньгам тяжело, и в общем-то Якутский после сказать, что Лапка, например, все еще ждет своего человека. Лапка. Угу. Да, вы помните, да, про Лапку, что Лапка, да, ждет своего человека. Вот Лапка, да, помните, тогда мы за нее все так переживали. Она просто у меня на дальней, хорошей передержке, но дальней. И не знаю, смогут они снять в том формате и ракурсе или нет, чтобы прислать. Как-то, знаете, вот как снимают. Вот снимают и так вот. А это у нас Лапка, а это вот Джем, а это вот Пират, а это вот... Я попрошу, конечно, чтобы вот Лапку, вот она прыгает, скачет, да, но чтобы... Ну, да, на контрасте показать, да, какой она была в Якутске, как мы все переживали за нее. А потом она сейчас вот так вот бегает, прыгает. Ну, я мало верю, что это кого-то зацепит и тронет. Ну, попробовать можно, конечно. Так, дозвониться. Ждет своего человека. Так, вновь нужно клич на оплату передержек. Да нужно, конечно. Мне просто, знаете, как вот тяжело всегда даются вот эти вот... Ну, я как в западне, знаете, мне хоть тяжело, хоть не тяжело, я все равно постоянно выхожу к вам в эфир и клянчу. И как-то вот не совсем комфортно я чувствую в этом амплуа, скажем так, постоянно. Но мне ничего не остается, у меня нет выбора. Конечно, я буду, да, снова обращаться к вам. Сбор на новогодние подарки. Новогодние подарки. А вы же сами потом скажете, ничего себе, у нее передержки не оплачены, а она еще на подарки на какие-то просит, да? А мне потом придется вам объяснять, ну, что подарки это вот и есть оплата передержек, наверное, так, да? Вы знаете, вот смотрите, вот правильно вы говорите, и Ефимка, да. Угу. Ой, блин, опять пропадаю, я опять пропадаю, понимаете? Опять VPN выскочила. Боже мой!
Да, я поняла. Ну все, я выскочила, да? Или вы есть? Ривушка, расскажу вам все тоже, да. Ой, да, расскажу. Смотрите. Я сейчас опять пропаду, наверное, да? Или я есть еще в эфире? У меня просто все замельтешило, и я понимаю, что это опять VPN выскочил. Так, хорошо, все, я вас услышала, что надо что-то рассказать по тем, которых вот тяжело спасали. Угу. Так, что-то у меня в голове было, подскажите. Или я вылетела? Я не вижу, что вы что-то пишете. Я, наверное, выскочила, да? Так, по лапочке, по ривушке, еще по кому-то рассказать. Так, и надо писать, сейчас вы пишете, Новый год, девочки, Новый год, давайте, да, как-то активно сейчас. Вот какая у меня мысль, у меня, потому что днем и ночью, у меня только мысль одна, мне так хочется Новый год закрыть с максимальным погашением долгов. С максимальным погашением, мне очень хочется. Конечно. А вот представляете, я просто сама с собой разговариваю, что если я не буду их социализировать, я вот вижу, какой результат по Чапе и вижу результат по Баре. И я понимаю, что если я не буду социализировать ни Дэми, ни Аллочку, да, они будут сидеть еще 33 года у меня на передержке. Их невозможно не взять на поводок. Они тебе виляют хвостом, да, ну так типа того, что ко мне не подходи. Не надо, я без тебя обойдусь. А кому такую пристроишь? Аллочку нет, с места не сдвинешь. Да, еще, девочки, сейчас стерилизацию у меня прошли. Сейчас, смотрите, через VPN видео. Деньги получится выводить через VPN. Как через VPN? Выводить через Дзен дает... Дзен заработать? Нет, даже вообще не знаю, что сейчас на компьютере, на сайтах наших роликах, где что можно заработать. Нет, конечно, с описанием. Так, просите помочь накормить. Да, конечно. Но понимаете как? Вот смотрите, вот я, например, прошу у вас опять помощи. И опять и снова, да, опять помогите. Мне скажите, подскажите мне, что мне при этом показывать? Опять показывать, как они бегают? Те же самые кадры? Или опять все то же самое снять? Просто у меня нет разнообразия, понимаете? У меня в материале нет разнообразия, чтобы я что-то могла вам показать еще другое. Угу. Так, и... Так, Лола появилась, да, все, девочки, да, кому-то здравствуйте, кому-то спасибо. Что мне еще показать? Вот сейчас надо ролик делать, да, и опять у меня высвечиваются проблемы, Вы знаете, у меня каждый день идет какое-то спасение. Вы знаете еще, что я хочу сказать? Наверное, с Нового года, так я с вами, просто я не знаю, до Нового года мы с вами увидимся или нет. Но просто вот мои предположения, если вы хотите знать, мне кажется, что с Нового года их начнут убивать. Даже тех, которых сейчас пока придерживают, но их, наверное, начнут убивать. Я не хочу быть голословной, но все идет к этому. Они, по-моему, ждут официально, когда закон вступит в силу с этой эвтаназией. Они так долго совещались, там, я не знаю, все лето, да, видели вы или не видели их круглые столы, их все заседания и жуткие их выступления, да, но все идет к тому, что, да, тут еще и девочку порвали. Ну, в общем, одно к одному. Я думаю, что будут их убивать. Если раньше я как агония, там, перед бруцеллезом, там, хватало, да, вы помните, хватало этих собак, а потом я с ними села в галошу, нахватала называется, да, потом я прошлую зиму всю хватала, столько было истощенных, собирали всем миром, помните, чтобы продержаться в этом ППЖ.
Спасибо Жене, которая организовала этот голодомор был, потому что у ППЖ не было в августе денег, чтобы заказать крупу на зимний период, но вместо благодарности ее полили только грязью. Очень черная неблагодарность. Я не люблю, когда так несправедливо, я очень не люблю. Вот, и ну, главное, что поливать стали грязью, когда уже закончилась зима, и даже среди волонтеров я очень удивилась такой непорядочности. Ну, ладно, я об этом пока не буду говорить. Вот. И я думаю, что на Рождество тогда, помните, мы так хотели еще, я так хотела, мечтала, я обсуждала, я говорю, давайте на Новый год сделаем что-то, какой-то подарок, чтобы накормить их вот от пуза, что называется. Я так хотела их накормить, но с 30 декабря вообще все перекрыли и не стали пускать туда. Никакого праздника собакам сделать не удалось. Оказывается, у них уже план запланирован на Рождество убить. И тогда они, по-моему, 400 или 500, так по моим подсчетам, и не только по моим, они замочили. Закрыли двери на неделю, на все каникулы новогодние, и всех убили. В сентябре тоже произошло большое у них там сокращение. Большое. Но они в этот раз, они же учатся тоже убивать, чтобы это было потише. В сентябре тоже они замочили много. Вы знаете, вплоть до того, что если мы раньше могли видеть будки, и будки были спасением для собак, потому что на будки сажали на цепь собак слабых, несчастных. Д 300 рублей, донат, спасибо большое за донат, друзья. Вот, то в этот раз также закрывают двери. Они сейчас там настроили столько дверей, что просто так не войдешь. И вот все труды волонтеров, которые по крупице собирали эти доски, покупали эти доски, чтобы построить эти незамысловатые будки для зимы, незамысловатые будки с щелями тоже были спасением, потому что незонированные вольеры для голодных собак на севере, да, но это не дело. Поэтому для них спасением была просто будка. И эти будки стояли в несколько рядов. И что решило руководство? Они все эти будки уничтожили. Понимаете, да? Вот сейчас там осталось, несколько будок вдоль забора. А где те будки в 3 ряда? Вот у меня, например, большой архив, да, от каждого года, начиная с 16 года. Будки были, и их строили. И так хотелось, чтобы будок было еще больше, потому что только на будке собаки могли спастись и выжить. А сейчас нет. А зачем им спасаться? Надо как можно быстрее, чтобы они друг друга сожрали. Ну и сейчас все идет к этому. Сейчас нет будок. И сейчас в вольерах мало собак. Вот если у нас год назад было 1400 собак, даже по документам, там любой может открыть, посмотреть, это доступно для всех, то сейчас их не более 500. Даже, можно сказать, посчитать так вот примерно, да, мы подсчитывали, где-то 450 примерно собак. Ну пусть там даже 500. Куда все остальные делись? В сентябре, где-то в 10 числах сентября они их уничтожили. Вот, и будки, и собак. Вот, что еще тогда? Вы что-то мне пишете, а я пытаюсь и говорить, и успеть что-то прочитать. Да, да, само собой, конечно. Сейчас это все начнется. Да, Ирина, вы правы. Подушка. Вот, так, что это самое, можете сказать, передержки, ведь там деньги нужны. Татьяна, да, я передержки могу показать, но я же их постоянно показываю.
Они же не меняются, передержки, они все то же самое. Людмила, спасибо за донат, 10 евро получены. Ну, только все то же самое. То же самое. А я же понимаю, что вам хочется смотреть что-то новое. А что новое мне вам показать? У нас раньше были прилеты, раньше у нас были самолеты. А сейчас? Сейчас вы знаете, что я на больших-больших тормозах, что я, если спасу как-то точечно, и то под обещание там кого-то, что после титров там заберут на пристройство, ну, в таких случаях могу там, да, еще как-то взять себе на голову, зарыв себя еще больше в яму, а, собственно говоря, висит, не отвечает. Вижу только, кто что пишет. Я зависла, да? Я могу зависнуть. Друзья, смотрите, если что-то зависнет, да, то тогда вы мне скажите, тогда мы уже час общаемся, то тогда, наверное, уже мы закончим, да, связь? Вы есть здесь? Нет, наверное, нет. Жертвоприношение собак. Это ужасно. Все притормаживает. Ага, связь плохая. Да, ну, в общем, смысл понятен, да, что ничего хорошего нет, как бы оптимистично мы не смотрели, но тема собачья, она здесь вообще ни разу не про оптимизм. Угу, связь есть, но плохая, да. Ну, что еще мне вам сказать, пока я тут еще дребезжу пока. Пока дребезжу. Так, несчастные собаки, конечно же, есть, друзья. Есть, друзья, собаки в ППЖ несчастные. Я не знаю, я вам как-то не показываю. Я и сама стараюсь не смотреть, но иногда у меня просто пальцы нечаянно так ткнут куда-то. Думаю, ну вот опять я со своей растерзанной душой, опять мои глаза увидели нелицеприятные кадры. Ну, и опять не хочется, опять спасибо, 200 рублей, аноним за донат. А вы присылаете вот на донат рубли, а у вас это получается просто по ссылке, вы находитесь в России, да? И вам на вот те, которые на донат присылают рубли, я просто думаю, вы их присылаете откуда-то или из России у вас получается? Вот. Редко нам нужны новые подписчики, если вы есть. Вы знаете как, Настя, я люблю очень ролики содержательные. Я не знаю, это заметно или незаметно, но как-то мне очень важно, чтобы ролик, ну, какой-то смысл носил, да? А вот просто показать как-то как игру на балалайке, ну вот мы ходим, вот мы дышим, но это ни о чем. Я все-таки, я человек такой практичный, да, и я очень люблю все, чтобы было продуманно, размеренно, конструктивно. И мне надо всегда смысл, значит, о чем ролик. Проблем много, даже не 33, а больше, а надо выбрать самые актуальные. И смонтировать, ну, чтобы это, во-первых, не раздражало людей, потому что люди тоже устали. И вы устали тоже. А уж как я устала, вообще не передать словами. Новые подписчики как-то вот, наверное, с коротких роликов вот появляются у нас, когда шорт, наверное, мы выпускаем. Но эти шорты ведь они дублируют наши ролики, только в коротком формате. Ну, может быть, их делать, не знаю, в школах что-то сделать, подписчики.
Кто-то говорит, знаете, что ролики тяжелые, а так как люди мы все возрастные, и волноваться нам всем нельзя. И вот поэтому не смотрят и не подписываются. Потому что не все же люди хотят тогда нервничать. Это только... вот мы с вами, да, нервничаем, психуем. Уж как я нервничаю, психую, это не передать словами. В общем, а кто-то умеет не нервничать. Это видите, я вам давно говорила, и год, и 2 назад, я так тоже хочу научиться проходить мимо и научиться. Я не научилась до сих пор. Нет, почему? Научилась, видите как, я сейчас уже не смотрю в ППЖ, я уже не хапаю. Просто знаю, что они все смертники, приговоренные, и вот, и все. И все. А что, я к вам выйду и скажу, давайте спасем, что ли? Да вы скажете нет. Я знаю, что вы скажете. Вот. Настя, расскажу, обязательно расскажу. Расскажу обязательно. Все хорошо, все хорошо. На вопрос все хорошо, но я расскажу. Я хочу, чтобы в ролике все это было рассказано. И как эту проблему решать? Проблему с эвтаназией мы уже никак не решим. Она уже решена за нас. Там, наверху. Вот, поэтому... Если кого-то, допустим, и хочется спасти, я думаю, я сейчас думаю, еще парочку бы, еще парочку хочется, там жалко мне кого-то, да, прям вообще вырви глаз хочется, да. Но я теперь уже, видите, с головой иногда дружу и, Господи. Конечно, ложкой море не перечерпаешь. Вот. Да, я вообще не могу с этим смириться, как можно будки, которые не вы, ППЖ, руководство, не вы строили эти будки. Это строили волонтеры. Это с миру по нитке собирали эти крохи. Какое право вы имели убрать? Вам это нужно для красоты, что ли? Чтобы у вас для любой... Вы знаете руководство ППЖ, если вы меня смотрите? Ведь понятно, для чего вы это делаете. Да, конечно, они готовятся к массовому уничтожению, но сразу замочить там 1000 это сложно, поэтому надо частями. Но они частями раз в полгода по 5000 и мочат. Но какое право они имеют? Вы знаете, нет, права они имеют, они все права имеют. Я там так поняла, что это бесполезно говорить. Там 2 сатанихи правят всем этим. Помните, мы с вами строили вольеры, да? Мы строили для собак. Мы строили для того, чтобы видеть их в этих вольерах. Чтобы как-то место расширить, чтобы они сидели не в куцых вольерчиках, раз уж в этом городе нет средств, не было средств, начиная с 2015 года, построить что-то нормальное. Да, не всегда терпели всех зоозащитников со своими там прибамбахами, да. Ну хорошо, пришли мы, московские благотворители, господи, не московские, а со всего мира мы тогда, помните, собирали. Если так сказать, у меня по чекам, да, мы тогда с вами 500 000 потратили на эти вольеры. И они ведь закрыты для нас, для волонтеров. Мы не знаем, что там происходит. А на каком таком основании-то? Вообще приют, статус приюта, он существует испокон веков, чтобы туда приходили люди. Приходили волонтеры, помогали жить или выживать собакам, да?
А все так поменялось. Статус приюта не помог ни собакам, ни волонтерам взаимосотрудничать. И вот что в этих вольерах, которые отстроены нами с вами, что происходит? Они туда посадили якобы, слышите, да? Якобы бруцеллезных собак. Ни одна проверка, ни одна лаборатория не подтвердила, сколько я сдала этим собакам, сдавала анализы 2 десяткам. Ни у одного не было никакого бруцеллеза. Но они были назначены нести крест под грифом бруцеллезные. Так задумала власть, и это все, они знали, что это все сойдет на нет. И вы тоже много читали публикаций, была очень вся такая активность, да. Никто. Потом были даже домашних собак, они истребили, убили. Помните, потом такие были заголовки: «Прости нас, Линда», «Прости нас, там, Бобик», «Прости нас, то-то, то-то». Уже их убили, и потом только лаборатория еще раз вскрытие показала, что не было у них бруцеллеза. Ну как вот не стыдно дальше, да? Вот дальше существовать на этой планете. Ну вообще, что такое стыдно? Вообще даже я говорю и саму себя даже тошнит от этого. Это не для тех двуногих. И вот ни у кого не подтвердился этот бруцеллез. Но тем не менее 700 собак приговорили нести крест под грифом бруцеллезные. И их посадили в том числе в наши с вами отстроенные вольеры. Это как? Мы что, строили эти вольеры для того, чтобы туда ложно приговоренных к этой болезни собак посадили? Вы можете себе такое представить? А кто-нибудь задумал, вот отгремело, да, это было 2 года назад, вот отгремели фанфары, а много было публикаций, боролись, потом пересдавали 33 раза анализы. Ой, фальсификация везде жутчайшая. А кто-нибудь из нас с вами интересовался, а какова судьба-то этих животных? Нет. А их нет в живых. Понимаете? Их нет в живых. Сначала они друг друга пожирали. Нет, есть. Еще немного есть оставшиеся. Они очень обреченные. Они, это просто, знаете, вот как мученики, каторжники, приговоренные к смерти, но когда тебе назначат расстрел или повешение, там, да, не говорится об этом. И вот ты сидишь в одиночной камере, а здесь не одиночная. Ты же сидишь с сокамерниками. И ты не знаешь, когда к тебе придут, чтобы вздернуть тебя на виселицу. И вот они этот крест несут. Вот скажите мне, пожалуйста, разве усыпление не лучше, чем нести этот крест ожидания в страхе, что тебя сожрет сокамерник, или тебя все-таки приговорят в сентябре месяце? И результат, концовка будет все равно та же самая. Просто ты долго ждала. Или тебя пожрут, или сейчас тебя выведут. И ты будешь в ангаре в трупном лежать. Гора трупов. И ты среди этих трупов. Вот скажите мне, пожалуйста, что лучше? Мы все против эвтаназии. А вот эта вот смерть такая медленная, доживая в наших с вами вольерах. В наших с вами вольерах они доживают. Немножко там осталось. До января протянут. Все, кто остался, скоро их не будет. Вот. Но они уже потерянные. Это, знаете, вот когда долго-долго сидит там, да, тюремщик, он, когда выйдет на свободу через 40 лет, например, он каким будет? Он будет человеком? Не будет. Да его самого не будет.
Ну, а ему не дадут выйти, им не дадут выйти. Ну, они ждут январь, и, в общем-то, все равно сейчас всех добьют. Но самое главное, что, знаете, я вот думаю, ну, 2 года мученической смерти. Им дали медленно умирать. Раньше они там гавкали. Раньше даже те, которые проходили за забором, прохожие, они слышали лай. А сейчас там нет лая. Нет там лая. Они, ну, вот такая вот у них жизнь. Наверное, тогда лучше умереть быстро и сразу, чем так приносить себя в жертву. И позволять сатанихам, те, которые правят там с накрашенными губами, озолотившиеся, изгаляются над собаками и над всеми, кто рыдает над собаками, называя нас шизами. Вот это вот вся, вот это вот, ну это что? Это что такое-то? А мы черпаем так ложкой в море, черпаем, раз так из моря 2 ложечки воды вычерпали и радуемся. ТикТок. Нет, только не ТикТок. Пожалуйста, не надо мне про ТикТок. Про ТикТок не надо. Как, блин, как 25-й кадр. Вот. Так. Так, что вы еще там? Пьянчушки, ну, это само собой, да. Но это очень удобно, когда правят пьянчушки. А уж когда еще и продажные на деньги правят, то это вообще с ними легко договориться. Угу. Легко договориться с тем, кто платит небольшие деньги. Пьянчушкам можно небольшие деньги. Нет, не поэтому, Ирина, не поэтому. Да, вот лучше быстро умереть. Страдали столько. Так, мы по историю бруцеллезную поняли, что там рак. Да, вот, какого числа привиты. Да, про прививки напишу. Так, ну что, друзья, тогда, наверное, все, да, что-то я разговорилась, и, в общем-то, ролик надо делать, очередной ролик. Друзья, декабрь, давайте постараемся, пожалуйста, давайте поможем нашим собачулям, ну, максимально закрыть долги. Я не знаю, ну, вообще, конечно, бы хотелось год закрыть, но это надо много. Если сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 3 или 4 месяца. 3 или 4 месяца мне надо закрыть долги. Ну какой сбор, скажите, пожалуйста. На передержке, снова на передержке. А про болеющих, а про тех, которых надо социализировать. Ну, про всех надо рассказать. Кошки тоже жить хотят. Ну, в общем, не все ответственны. Не все ответственны, даже среди волонтеров, которые спасают, а потом просто забывают на передержках. Не на передержках, а там, куда они их сгружают. Ой, я не знаю, сколько много проблем. И ведь все не озвучишь, и ведь все не... Еще такие, народец такой обидчивый, все это не скажешь. А если скажешь, что надо 3 миллиона раз сказать, иначе снова обидишь. А с первых слов не слышат. И вот это вот варьировать между обидчивостью, настойчивостью, просьбой, мольбой и благодарностью. И вот между вот этим вот всем, да, ведь все равно же я благодарна людям, которые участвуют, но каждый участвует в силу своих душевных, наверное, качеств, физических возможностей, в
все понимают, но в то же время все понимают, но в то же время хотят, чтобы больше хвалили, больше благодарили. А у меня на это порой не хватает времени. Так, друзья, ну что, наверное, тогда... Да, концлагерь. Все тогда, наверное, мы с вами попрощаемся, да, сегодня. Да, мы радуемся, хоть малую часть спасли благодаря... И благодаря вам, друзья, да, то, что вы помогаете. Давайте закончим, долги закроем, и прям как-то будет так приятно на душе, что мы смогли это сделать. Закрыть этот тяжеленный год. Нам, правда, говорят, что следующий год будет не лучше, но я уже не знаю, куда хуже. Ах, да, конечно, это понятно, что это мне, максималисту, очень тяжело говорить про 2 ложки. Я же никогда раньше-то не спасала по 2 ложки. Я спасала по 6, по 10. Еду за одной, а там компания. Ну ладно, давайте грузим 6. Это мне тяжело говорить, потому что я страдаю этим максимализмом. И сейчас даже по минимуму не могу. 2 ложки тоже радуюсь, конечно, радуюсь. А что же делать-то? С пристройствами. Да я сейчас не знаю, то ли с пристройствами показывать, то ли в декабре надо спасти, успеть кого-то еще, то ли еще что-то. Да, и еще у нас на неделе на предстоящие остатки еще надо 3 или 4 собаки стерилизовать, а потом еще на другой передержке, где очень плохо шевелятся, там тоже надо стерилизовать. Вот. Женева, там дикий край. Ну, в общем, у нас замечательная страна. И, в общем-то, все замечательные, но опять-таки с какой-то оговоркой. Вот вроде все мы хорошие, да, мы замечательные, мы русские, мы замечательные, но все равно с оговоркой. С оговоркой. Грустно. Вчера опять передача была «Кто видел, кто не видел». Барановская с Гордоном. И тоже про собак. Про якутских. Грустно. Все очень было грустно. Ладно, друзья, все тогда, да. Я поняла, я вас услышала. Стараемся. Все, давайте тогда мы сейчас с вами прощаемся. 1:20 у нас прошел. До Нового года, если увидимся, может увидимся, но маловероятно, потому что все в суматошном ритме. Вот, друзья, всегда очень вас благодарю, всегда буду рада, если помощь просто, просто помощь. Помощи не бывает, я не подписываю помощь, я просто вот все, что получаю, все вот раздаю, долги, тут на операцию, тут немножко на лечение, тут на перелет, стерилизация, и все долги, все остальное долги. Когда вы говорите там, куда нужнее, поймите, нужнее это вот передержки. Если я не буду оплачивать передержки, то у меня не будет вообще даже никакого продвижения, движухи. И еще эти безумные титры, понимаете? Титры. У меня на этой неделе титры. Очередная партия титров. Именно тех собак, которые я очень надеюсь, что их возьмут на пристройство. Начиная там с февраля. Нет, те, которых сейчас сдаем 3 месяца, отсчитываем. Это только на март, декабрь, январь, февраль. Чтобы они хотя бы в марте поехали. А те, которые сдали в октябре, чтобы они хотя бы в январе поехали. Ну, в общем, испытание по полной программе. Другой о корме, январь, 3 стерилизации. Так и делаем, Татьяна, так и делаем. Вы же видите, то на корм собираем, то на СОС был на передержке, потом немножко там на спасение кошек, ну, чтобы показать вам, что разноплановая работа, что не только только дайте на корм, бесконечно, да? Вы же спросите, а сколько вы едите? Вот на одной передержке, вот сегодня как раз я с Наташкой разговаривала, она говорит,
3 мешка в день. Понимаете? 3 мешка в день. Это только на одной передержке. На другой тоже 3. Ну, там, где более 60 собак. Но на других там по 2 мешка. И получается, тут 3 мешка. Тут 2, тут 1,5. Ну, так, простите, около 10 мешков в день у меня уходит, если так посчитать по всем передержкам. Вот поэтому корма должно быть много и всегда. Корм входит в стоимость передержек. Вот есть передержки, где, как мне сказали, 9000 плюс корм, да? А у меня 7500, включая корм. Но это совершенно немного. Если это не платить, то и это можно потерять. Поэтому нам надо собирать на передержки. А уже оплачивая передержки, они покупают на эти деньги корм. Понимаете? Ну, мы можем все равно говорить на корм, а потом на передержки. На корм, потом на передержки. Хотя это все одно и то же. До встречи, да, друзья. Давайте до встречи. Всего доброго. Все, всем пока. Так, выключаемся. Друзья, выключаемся. Так, выключаемся. Давайте выключимся. Опять сейчас с выключением будут проблемы. Надо VPN отключать, чтобы вырубиться, наверное. Я в эфире или не в эфире, не знаю, друзья. Я не знаю, но вы у меня застыли. Ой, спасибо. Да, вижу, что наши подписчики, значит, титры. Вот представляете, бег по кругу. Титры, корм, передержки, стерилизация. Ну, вот у нас примерно 5 тем. Титры, передержки, корм, стерилизация, снова корм. Тут убили, тут успели, добежали, тут спасли, тут одну штуку запихнули в самолет. И скоро нам надо готовиться к массовому убийству. Фу, готовиться к этому невозможно. Что я говорю? Чушь какую-то. Да. Я прям сейчас, у меня вот прям вот, знаете, аж везде свербит. Вот хочется ролики делать бесконечно. Ну, я очень стараюсь, да. Но я тоже должна подготовиться сейчас и к стерилизациям, и к титрам. Это тоже